Портативный гараж из подручных материалов. Житель Якутска соорудил из обычного картона гаражный бокс для зимнего периода. Сколько денег было потрачено и собирается ли пустить в массы свой проект находчивый якутянин, об этом узнаем у Дмитрия Тымырова. Он на прямой связи со студией. Дима, а ты в прямом эфире, тебе слово. Добрый день, Юлия. Сейчас мы находимся по адресу Бестужева-Марлинского, 9/3. А именно во дворе этого дома находится сам портативный гараж, который соорудил Александр из подручных материалов. Ну, Александр, расскажи, почему вы назвали свой гараж Игнатий? Ну, как любые творения люди называют человеческими именами, я хотел назвать его каким-то запоминающимся именем, хотел, чтобы это было мужское имя. А опускаться до таких простых, как Акакий, Ануфрий, я не стал, это какое-то школярство. И Игнатий мне показалось, что очень хорошо, очень хлестко, твердо, запоминающееся, как видите сами, уже у всех на устах, так что нормальное название. Ну, а давайте сейчас посмотрим, как выглядит гараж изнутри. Сейчас Александр нам продемонстрирует свое сооружение изнутри. Ну, расскажи, почему, из каких материалов и сколько денежных средств вы здесь вложили? Денежных средств сюда было вложено очень немножко, 1350, как я говорил ранее, это только на изовер, который остался у меня вообще от утепления машины. Вообще гараж выполнен из алюминиевых профилей, которые остались после мебельного производства, они были никому не нужны, я их забрал. Дальше было, двухслойный картон, он опять же оставался у меня на работе после монтажа секционных открывающихся ворот, я собрал все это воедино и решил сделать... просто решил сделать гараж непродувайку для того, чтобы ветром не уносило тепло. Сначала сделал, посмотрел, был небольшой эффект был маленький, и в дальнейшем я решил разместить уже всем известный гараж Наташа. Собственно, подвесил его под потолком. Здесь сделал небольшой деревянный щит для того, чтобы, у меня машина багажником, чтобы багажником этот гараж, собственно, мне не сорвало, не оторвало. И постелил остатки изовера на пол. Для того, чтобы с земли меньше холода, меньше, чтобы тепла уходило в землю. Ну, я смотрю, что у вас потолок низкий. Почему вот так? Это специально такая технология или как? Вообще, потолок низкий для того, чтобы уменьшить объем отапливаемого помещения. В данном случае помещение неотапливаемое. Чтобы меньше тепла уходило, чтобы меньше был объем, который держал, собственно, как чехол, как кокон, как тент, чтобы меньше холода было внутри. А экономия, получается, какая-то есть. И вот сколько вы за ночь заводите свой автомобиль? Вообще, по моим наблюдениям, экономия существенная, потому что соседи ставят под гаражом Наташа. Один мой сосед с такими же параметрами, как у меня машина, он ставит просто под Наташей здесь рядом. У него машина заводится примерно раз в 6 часов. В моем же гараже машина через 14 часов заводится только, либо я сам ее завожу с утра. Вечером поставил, до утра она не заводится. Это, как говорят все, это хорошие показатели. Ну и последний вопрос. Собираетесь ли вы впустить в массы свою идею и запатентовать? Потому что возможно же на этом деньги сделать небольшие. В массы, может быть, это пойдет само собой. Патентовать я это не буду. Если кто хочет, забирайте, патентуйте. Патент вам обойдется намного дороже, чем сам гараж. За него еще платить. Скорее всего, этого делать не буду. Вообще, такой гараж можно будет делать уже немножко по другим технологиям. Может, сделаю себе, но делать на этом деньги... Не знаю. Представьте, что все дворы зимой будут забиты, опять же, такими типа Наташи, но Игнатиями. Постоянно будет борьба за это парковочное место. Я недавно совершенно подумал, что я не хочу быть виновником такого явления. Так что, наверное, в массы не пойдет. На этом у нас все. Все те, кто заинтересовались портативным гаражом Игнатий, можете смело подойти и поговорить с автором Александром. На этом у меня все. Юлия. Спасибо, Дима. Да, действительно, задумка интересная. Нужно будет только действительно продумать с местом. Спасибо, Дима.